В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Более 14 тысяч земельных участков предоставлены многодетным семьям в Якутии. Расскажем подробнее. В Якутске дан старт реализации объединения ключевого узла Северного морского пути Тикси и Найбы. Какие возможности откроет проект? В Амгинском спортивном клубе «Берген» обучают детей меткости и техники стрельбы из лука и открывают удивительный мир истории и культуры родного края. Более 14 тысяч земельных участков предоставлены многодетным семьям в Якутии. Многодетным семьям предоставлено 14 453 земельных участка общей площадью 1790 гектаров. Количество семей, отказавшихся от предоставления земельных участков в пользу двойного материнского капитала – 681. В пользу единовременной денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей – 4858. Сегодня в республике своей очереди на получение земельного участка ожидают 14 051 многодетная семья. Сегодня в Горном Улусе работала межведомственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства республики Георгия Степанова. Основной темой стало обсуждение мер поддержки участников СВО и их семей. Комиссия рассмотрела вопросы предоставления социальной и психологической помощи, а также усиления работы волонтерских организаций. Главная цель – обеспечить всестороннюю поддержку нашим бойцам и их близким. Были намечены пути улучшения взаимодействия между ведомствами и волонтерами для более эффективной помощи семьям. В прошлом году хочу отметить положительную работу, опыт работы администрации Горного района по поддержке участников специальной военной операции. Сегодня мы заслушали его доклад, и мы очень рады, что сам район, несмотря на все трудности, устанавливает дополнительные меры социальной поддержки участникам специальной военной операции, в том числе по решению их жилищных вопросов, а это вопрос номер один. Поэтому не зря мы приехали в Бердигистях, в том числе для того, чтобы изучить, обобщить и в дальнейшем распространять опыт работы администрации Горного района. Проект нового закона Республики о местном самоуправлении активно обсуждается в улусах Якутии. Председатель Госсобрания Алексей Еремеев провел встречи с жителями, депутатами районных советов, а также главами и депутатами сельских поселений заречных улусов. В ходе встреч спикер разъяснил суть предлагаемых изменений в законодательство о местном самоуправлении и порядок распределения полномочий между различными уровнями власти. Итоговое мероприятие прошло в Татинском улусе, где участники рассмотрели актуальные вопросы развития местного самоуправления и выработали предложения к законопроекту. Я очень доволен этими встречами. Почему? Потому что они нас поняли и поддержали. Даже те, которые были настроены изначально против принятия данного закона в этом виде, особенно по изменению системы избрания в глав муниципальных образований, они действительно сейчас подходят после встречи, пожимают руки и говорят, что действительно вы сделали правильный проект закона, нужно быстро его рассматривать, это сделано вовремя, и мы поменяли мнение, говорят они. Это нас очень радует и вдохновляет. Значит, мы идем правильным путем, народ нас поддерживает. Водному порту в Найбе быть в столице республики дан старт реализации объединения ключевого узла Северного морского пути Тикси и Найбы. Проект обеспечит новые возможности для логистики, промышленности и занятости населения. Это укрепит транспортную северную связь, а также значимость Булунского района как экономически важного стратегического центра развития Якутской Арктики. Хотим, чтобы все то, что в проекте заложено, развитие всего района, все это притворилось. В проекте это строительство порта, морского порта, Найба, Тикси, потом строительство объектов социальных, строительство поселка Тикси, обновление. Ну, об этом сегодня расскажут представители Министерства экономики и Министерства развития Арктики нашей республики. Учителя географии с разных уголков республики собрались в Ойской средней школе Хангаласского улуса, чтобы перенять уникальный опыт в сфере краеведения. Практический выезд проходит в рамках курсов повышения квалификации, организованных на базе СВФУ.
Курсы повышения квалификации, краеведческие исследования и проектная деятельность в школах проводит Институт естественных наук СВФУ. Занятия проходят в очно-дистанционном формате. При этом в дистанционном формате участвуют педагоги и из других регионов страны. Цель одна – сделать уроки географии живыми, актуальными и глубоко связанными с уникальным наследием своего региона. Не зря же наши известные отечественные географы говорили, краеведение – это география родного края. Помимо теории предусмотрена и практическая часть, которая состоялась на базе Ойской средней школы, известной как колыбель школьной экспедиции «Илиада» под руководством Прокопия Наговицына. Он и его юные исследователи не только рассказали о своей деятельности, но и представили свои находки. Слушатели курсов с большим интересом изучали каждый артефакт. Это челюсть косули. Это волка. Среди тех, кто приехал знакомиться с опытом краеведческой деятельности учащихся, был гость из Бурятии, член бурятского отделения Русского географического общества Денис Санданов. У нас в Бурятии, да, такое тоже встречается. И вот тут я как раз хотел бы отметить, что очень много зависит вот именно от учителей, преподавателей, вот, которые могут увлечь вот именно школьников вот такой научно-исследовательской работой. И поэтому вот работа Прокопия Наговицына, мне кажется, вообще огромная. И я, честно говоря, был поражен, узнав, сколько таких находок сами школьники своими руками, да, соответственно, работали и с археологами, и с палеонтологами. И поэтому, мне кажется, вот эти такие начинания надо всемирно поддерживать и развивать. Стоит отметить, что в этом году Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет на торжественном мероприятии. По этому случаю президент страны Владимир Путин предложил объявить 2027 год годом географии. Год географии мы ждем очень большого. Сами примерно у нас тоже есть планы. Но это год объединения географов. Мне кажется, что вот в рамках этого года будет очень много интересных мероприятий. Ну и мы, конечно, все ученые, биологи, экологи, географы к этому обязательно подключимся. И, кстати, планируется открытие музея географии, который будет вот как раз вот эти смежные науки объединять. Тоже будет интересная, мне кажется, инициатива. Курсы повышения квалификации завершатся проведением Всероссийской научно-практической конференции «География и краеведение в Якутии и регионах России». На ней участники представят в очном и заочном форматах свои доклады по данной теме. В работе конференции примут участие ученые, преподаватели вузов и школ, аспиранты, магистранты и студенты. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Федеральной системе судебных приставов России исполняется 160 лет. Документ о создании был подписан в 1865 году императором Александром II и назывался «Положение о введении в действие судебных уставов». За это время служба претерпела множество изменений, в том числе и в плане ведения документооборота. Якутское же управление Федеральной системы судебных приставов встречает юбилей с впечатляющими результатами. Так, на сентябрь этого года в производстве у приставов находилось более 800 тысяч исполнительных дел. За этот же период в общей сложности было взыскано свыше 7 миллиардов 6 миллионов рублей. Одной из задач службы судебных приставов является обеспечение защиты социально незащищенных категорий граждан. За 9 месяцев взыскано 622 миллиона рублей алиментных платежей, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом. За каждым исполнительным производством стоит конкретная судьба взыскателя. А это ребенок, семья, гражданин, юридическое лицо. И наша задача – защитить нарушенное право, а значит восстановить справедливость. Новые возможности для дополнительного образования стали доступны школьникам Якутии благодаря проекту «Карта юного жителя Якутии». Учащиеся до 13 лет теперь могут пройти профессиональное обучение на базе 18 образовательных центров и колледжей республики. Особой популярностью пользуется Якутский технологический техникум сервиса, куда уже поступило более 90 заявлений. Здесь школьники получают знания в таких областях, как кулинарное искусство, предпринимательское дело и парикмахерское искусство. На днях в техникуме прошел мастер-класс, в котором приняли участие ученики школы номер 40.
А ученики Уселданского улуса научились делать посуду из глины. Этим навыкам обучила самозанятая мастерица Оксана Торская. В основном на мастер-класс ходили дети от 8 до 15 лет. Сами выбирали форму для тарелок и чашек. С увлечением украсили изделия разными орнаментами и знаками. А самое главное, с пользой провели осенние каникулы. Ну, довольно немного сложно, потому что я сделала несколько ошибок. Но учитель очень хорошо объясняет, и я хотела сделать как-то тарелку в виде яблока. Творческой мастерской художественных национальных промыслов открыли в себе новые таланты. Инициатива стала обладателем гранта президента России на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Главной целью является вовлечение молодежи в освоение опыта предков через ремесло. Более сотни человек в возрасте от 14 до 20 лет освоили новые навыки в 5 направлениях – керамике, резьбе по кости, ювелирном искусстве, обработке бересты и национальном шитье. Каждому направлению было уделено по 5 занятий, по 2 часа. Дети за это время освоили благодаря нашим педагогам, наставникам, которые имеют большой опыт в этом деле, в своем деле. Они не только дали опыт и знания, но и частичку своей души, поэтому работы очень хорошие получились, душевные прямо. И мы видим радостные улыбки наших детей. И мы уверены, что художественные промыслы у нас в надежных руках. Спортивный клуб «Амгинский Берген» с прошлого года распахнул свои двери на базе Амгинской средней общеобразовательной школы номер 2 под руководством тренера Семена Кильбясова. Благодаря грантовой поддержке фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, удалось создать инфраструктуру и обеспечить ребят всем необходимым для спортивных занятий. В Берген не только обучают детей и подростков меткости и технике стрельбы из лука, но и открывают ребятам удивительный мир истории и культуры родного края. Клуб «Берген» стал важной площадкой для популяризации традиционных национальных видов спорта среди детей и подростков. У нас впервые в этом году при поддержке Амгинской социальной защиты населения проводится первый внутришкольный турнир по стрельбе из традиционного лука, где 5, 6, 7, 8 классы принимают участие. Отдельно девочки, отдельно мальчики. У нас вот с прошлого года работает кружок по стрельбе из традиционного лука, где Кильбясов Семен Семенович, учитель ОБЗР, тренирует детей. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.